музыкальной студии «Самрау» представит вашему вниманию спектакль «Сказку» по мотивам Киплинга «Маугли». Прошу любить и жаловать, не воспринимайте очень все строго, потому что дети очень волнуются. Спектакль отрепетировали, я надеюсь, что хорошо. Это у нас стало такой доброй традицией, что каждые полгода, да, под Новый год, при новогодних праздниках и в конце учебного года мы показываем вам, выносим на ваш суд, да, нашу работу. То есть спектакли, концерты, театрализованные представления. На этот раз это «Маугли». Человеческий детеныш. Человеческий детеныш. Свободный народ, они слушают только вожака стаи. Захотим, как убьем его сами. Долго мне еще ждать того, что полагается мне по праву. Это говорю я, Шерхан! Отвечаю я, Раша! Человеческий детеныш мой, и он останется у меня. А теперь убирайся вон! Посмотрим, что скажет стая. Детеныш мой! И рано или поздно я его съем. Съедим! Шерхан прав. Человеческого детеныша надо показать стае. Ты все-таки хочешь оставить его себе, Раша? Хорошо.
Или же, о волки, закон вам известен? Детеныш мой, отдайте его мне. Зачем свободному народу человеческий детеныш? Зачем свободному народу слушать чужих? Зачем свободному народу человеческий детеныш? Кто за этого детеныша, кроме отца и матери? Человеческий детеныш? Ну что ж, я за детеныша. Он не принесет вреда и будет хорошим помощником. Я сам буду учить его. Нужен еще кто-нибудь? О, Акела, и ты свободный народ. В вашем собрании у меня нет никаких прав, но закон джунглей говорит, что если начинается спор из-за нового детеныша, то жизнь этого детеныша можно выкупить. Так, за детеныша можно взять выкуп, таков закон. Я не имею права говорить здесь, поэтому прошу вас позволения. Ты говори же! Балук замолвил за него слово, а я к слову Балук прибавлю буйвола. Жирного, только что убитого буйвола. Если вы примете человечьего детеныша в стаю. Так в чем проблема? Что может сделать нам голый лягушонок? Он все равно умрет во время зимних дождей. Пусть бегает со стаей. А где буйвол, Багира? За горой. Да-да, и громче, придет время, когда лошонок заставит тебя реветь на другой лад. Я ничего не смыслю в людях. Возьми его и воспитай, как подобает воспитать сыновей свободного народа. Закон я придумала не сам, старый, вечный он как небеса. Знай же, волчонок, не знаешь закон, будешь ты в джунглях на смерть обречен. Сплоченности стаи сила волков, тому, что велит ваш вожак. Пусть дает! Старая добыча, добыча для всех, есть одному для волков страшный грех. Ночью для охоты, для отдыха детей, будь на охоте резвей, чем малей. Бойся от носика и до хвоста, весь глубины, но не самого дна. Бойся от носика и до хвоста, весь глубины, но не самого дна. Если поссорились, драться вы стали, сделайте так, чтоб не видела стая. Не убивай для забавы и смеха, и помни, нельзя убивать человека. Я повторю, человека не тронь, это важнейший для джунглей закон. Что ты делаешь, железная лапа? Я учу его заветным словам джунглей, которые будут ему защитой против птиц и змей, и против всех, кто ходит на четырех лапах. Если он запомнит эти слова,
он сможет просить защиту у всех в джунглях. Хорошо. Только смотри, не убей детенышей. Он не лесной пень, чтобы ты точил на него свои тупые когти. А какие же эти заветные слова? Я позову Маугли, и он скажет тебе: «Поди сюда, маленький брат». Голодал я будет это плохо. Я пришел ради Багиры, а не ради себя, старый ширный балу. Так скажи Багире заветные слова джунглей, которым я учил тебя сегодня. Мы с тобой одной крови, ты и я. Мы с тобой одной крови, ты и я. Мы с тобой одной крови, ты и я. Да,
и разорвали меня на сотни маленьких медведей. Как мы с Багирой обязаны тебе жизнью? Это пустяки. А где же человечек? Маугли! Маугли! Маугли, где? Я здесь! Маугли! Ай-яй! Меня обидели! Я голоден и весь в синяках! Об этом поговорим после. Здесь Кар, которому мы с Балу обязаны победой, а ты жизнью. Благодари его, как полагается, по нашим обычаям, Маугли. Это и есть человечек? Он похож на бандерлога. Мы с тобой одной крови, ты и я. Сегодня ты возвратил мне жизнь. Моя добыча будет твоей. О, Кар! Храброе сердце и учтивая речь. С ними ты далеко пойдешь в джунглях. А теперь идите. Вам не стоит этого видеть. Ай! Но зачем кому-то убивать меня? Взгляни на меня. Вот зачем. Даже я не могу смотреть тебе в глаза. А ведь я родилась среди людей и люблю тебя, маленький брат.
ничего этого не знал. Сегодня их больше, и тебе нужен союзник сильнее меня и Балу. Ступай вниз к людям и достань мне красный цветок. Красный цветок? Огонь! Я достану его! Эй, отдай! Отдай! Эй! Красный цветок? Багира, я забыл принести красный цветок. Как ты мог забыть красный цветок? Я увидел его и забыл все на свете. Кого ты встретил? Человека, такого же, как и я. Ай! Ты влюбился. Только влюбленный человек может быть таким беспечным. Теперь нам остается только драться. Багира, теперь я чувствую в себе столько сил, что ее хватит на 10 шерханов. Я даю его в открытом бою. Агелла промахнулся! 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 Свободный народ! Акелла промахнулся. Вам нужен новый вожак стаи. Новый вожак! Свободный народ! Разве Чуркан водил стаю? Какое дело Тигру до места нашего вожака? Меня просили говорить. Кто просил? Разве мы, шакалы, должны прислушиваться к мяснику, который убивает скот? Молчи ты, щенок человека. Ты столько раз говорил мне, что я человек, что я и сам почувствовал правду твоих слов, полосатый людоед. Сейчас от тебя останутся одни кости. А вы смотрите, чтобы нам не
помешали. Сейчас ты умрешь! Все пропало, все пропало, все пропало! Свободный народ! Акила волен жить так, как ему угодно. Вы не убьете его, потому что этого не хочу я, Маугли, человек.